Маленькая Эстер пришла поддержать своего отца Эдуарда Ежова, обладателя гран-при второго конкурса «Абхазия в фокусе» из 20 в 21 и победителя в номинации «Окружающая среда». Эдуард – наш коллега, он оператор телекомпании «Абаза ТВ». Помимо своей основной работы, он один из тех, кто занимается поиском красивых кадров и старается раскрыть красоту и величие человеческой природы. Большинство фотографий Эдуарда пейзажные, но есть одна, которая сильно отличается от остальных. На конкурс было отправлено порядка 15, может быть, чуть более фотографий. Из них несколько было отобрано в качестве победивших в определенных номинациях. Но все фотографии были сделаны здесь, в Абхазии, какие-то в Сухуме, какие-то за пределами Сухума. Вот эта фотография, например, в отличие от всех остальных, была сделана дома. На фотографии моя супруга, моя дочь. Просто обыденный момент. Дочка уснула, я решил этот момент заснять, и получилась вот такая фотография. То, что я возьму гран-при, я честно не ожидал. Я ставил на другого претендента, но моя супруга с первого дня говорила, что все, я знаю, ты победитель, гран-при у тебя в кармане, пойдем в ресторан и так далее. Ну так и вышло, поэтому к женщинам стоит прислушиваться. Фотография – это язык, говорящий на уровне эмоций. Причем язык – это достаточно сильный. Порой он вызывает такое волнение, такую бурю чувств, что человек в одних случаях начинает плакать, в других – громко и искренне от души смеяться. Фотографией можно рассказать историю не только одного конкретно взятого человека, но и целой семьи, целого рода, а порой даже и всего человечества. Фотография показывает нам мир таким, какой он был в ту секунду, когда был сделан снимок. И этот запечатленный мир остается с нами навсегда. Цель конкурса «Абхазия в фокусе» – представить многообразную, удивительную картину современной Абхазии с помощью фотографий жителей и гостей республики. Идея провести большой конкурс среди любителей и мастеров фото принадлежит заместителю начальника отдела молодежи и спорта администрации города Очимчира Фаине Кондратьевой. Поздравляю всех нас с тем, что выставка наконец-то состоялась. Я представляю, что чувствуют сейчас конкурсанты, чьи работы находятся в этом зале. Это, конечно, и приятно, и большой стимул для дальнейшего творчества. Следующей темой нашего конкурса будет портрет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Сегодняшних ветеранов, как они живут сегодня. Вот такую галерею портретов мы хотим создать. И хотелось бы, конечно, чтобы это произошло к Дню Победы. Из 1000 работ 120 конкурсантов на выставку было отобрано более 70 фотографий по категориям: портрет современника, окружающая среда, повседневная жизнь, новости, мобильная фотография. Все участники разные по возрасту, роду занятий, интересам и собственному видению заданной темы. Победителям номинации были вручены грамоты и памятные призы с символикой конкурса. Занимаюсь фотографией все время, а так последние 5 лет. Именно исключительно мобильные фотографии, и спасибо организаторам, спасибо фонду Амшра за оказанное содействие, и спасибо жюри конкурса, и большое спасибо Фаине Кондратьевой за то, что она поверила в меня как художника и фотографа. В жюри фотоконкурса профессионалы в области фотографии и смежных областей искусства: Павел Волков, Терек Киргруак, Виталий Дженя, Инар Нормания, Амина Джонуа и Асида Ахуба. Каждый месяц именно эти люди подводили предварительные итоги с именами конкурсантов, лидеров рейтинга по баллам. Конкурс прошел при финансовой поддержке Абхазского общественного фонда развития Амшра и Министерства культуры республики. Мы видим, что активно поддерживаются данные проекты многими благотворительными организациями, что замечательно, в особенности фонд Амшра. Конечно же, особенно хотелось бы поблагодарить и членов жюри, и членов комиссии. Мы все с вами соприкоснулись не только с красотой, но еще и с историей, потому что понятно, что фотография – это тот жанр, который может запечатлеть момент истории, момент жизни, и на самом деле правдивый, реалистичный. И благодаря этим фотографиям через много лет, наверное, потомки будут радоваться и наслаждаться красотой Абхазии. Выставка второго фотоконкурса «Абхазия в фокусе» из 20 в 21 продлится до 8 мая. Затем все работы будут переданы в дар жителям Очимчиры и размещены в административных объектах культуры, школе искусств и Центральной библиотеке.
Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.